готов? Готов на 100%. Честно сказать, за победой не ехали. Приехали за наши действия. Всегда нужно стремиться к победе. К победе нужно стремиться. Ты прав. Тут весь наш народ. Так что тут все победители. Я считаю так. Которые уже приехали сюда на эту выставку, я считаю всех победителями. А те, которые болтают своими языками, они обычно сидят дома. И кормят овцом своих лошадей. Почему они здесь? Напротив, да? Напротив, он будет бояться. Конь будет бояться. Сейчас, подожди. А, вот он, вот так оденется, бляки. Можно чуть погладить его. Конечно. Погладь, попивать. Явара. Молодец, ты укара. Ай, ваша бассейна. Зачем берете такие? Ты можешь поэтому застегивать. Молодец, ты молодец. Не, посмотри сюда. О. Жаттай. Амадей, Каракуш и... Я за ним? На землю, по землю. Прям зажигалка.
можно только прыгать выше, шире. На чистокровных можно скакать, то на этих лошадях вы можете делать абсолютно все. А самое главное, это как Гелендваген. По пересеченке ехать в нашей стране, и у которой очень огромные традиции. Владимир, ну мы вас ждем на охотной базе Касана-Сулпакарова. Накормим вкусно, прокатим с ветерком, покажем такие горы водопады, что клипов на маршрутах как-то не бывает. Так что ждем вас. Спасибо большое за приглашение. Я с удовольствием воспользуюсь этим приглашением, приеду и еще раз поезжу на этих лошадях. Но такой небольшой анонс для тех, у кого есть планы после этого шоу расходиться, не расходитесь. Вас ждет очень такой интересный сюрприз. А сюрприз состоит в следующем. Начнутся соревнования по конкуру. Конкур — это классический вид спорта. И первый маршрут у нас будет спидинг-бьюдинг. Возможно, будут всадники на сумасшедшей скорости преодолевать барьеры. Но второй маршрут, я думаю, многие из вас еще не видели, что это такое. Это называется конный биатлон. Поверьте, конный биатлон, так как и лыжный биатлон, там будет присутствовать ружье. Но чтобы вы были спокойны, ружье лазерное, выглядит оно абсолютно идентично, как настоящее биатлоническое ружье. И ружье заряжено. Спасибо, Касан-Сулпакаров. Владелец конобазы конодвора Касана-Сулпакарова, приезжайте, кратчайший кейс. Ну и через считанные секунды мы начинаем. Начинаем мы наше шоу с лошадей, которые в этом году покорили Эльбрус, самую высокую точку в России и Европы. Аплодисменты! Встречаем на этом манеже Даблы и Босс, вашему вниманию. Надо аплодировать, это не быстро, здесь можно погромче, друзья. Рождения Даблы и рождения Босс, оба 2011 года рождения. Владелец Аслан Куриев. Нам просто фантастически повезло с вами, что мы стали свидетелями и современниками таких легендарных лошадей и стали хозяев. На всех губах представляет нам Босса, Аслан Куриев, Даблы. На всех губах неоднократный участник выставки Эдгерос. Давайте еще поаплодируем. Ну, вопрос, естественно, который, я думаю, сейчас у всех крутится в уме. Как вообще решились на это восхождение? И кому, может быть, посвятили его? Что вас подвигло? Между вами останусь. Это восхождение ровно 20 лет тому назад совершили наши старцы, и кому именно выражаю искреннюю благодарность. Желаю им здоровья, долгих лет жизни и семьи.
и подрастающему поколению желаю и советую, даже прошу, чтобы занимались лошадьми и максимально старались сохранить эту уникальную непревзойденную породу, чтобы занимались. Это универсальная порода, которая может преодолеть любые подъемы и спуски. Я лично давно хотел, у меня, можно так и сказать, что это была мечтой подняться на самую высокую точку Европы. И благодаря Всевышнему и нашим братьям нам удалось подняться именно на западную вершину Европы на высоту 5642 метра. Лошади на этой высоте довольно-таки очень себя хорошо чувствовали, в чем мы не сомневались. Огромное спасибо. Давайте покажем, насколько хороши эти лошади под седлом. Я пока немножко расскажу про вхождение. Я думаю, можно будет здесь легко. На восхождение всадники выдвинулись с 13 на 14 сентября 2019 года. Подъем длится 12 часов 20 минут. На вершине были 14 сентября в 10 часов 20 минут. По пути было сделано 2 остановки. Первая на высоте 5100 метров. Следующий привал был на седлове между западной и восточной вершинами. Цель была подняться на западную вершину, высота которой 5642 метра. И они сделали это! Я предлагаю сейчас диджею музыку чуть погромче и показать во всей красе этих прекрасных представителей карачаевской породы лошадей. После того, как мы увидели, насколько прекрасна эта порода, и мы начали приоткрывать, так сказать, завесу тайны, насколько она хороша, и рассказывать о ее великих свершениях, о покорении Бруса, самое время презентовать международный паспорт карачаевской лошади. И первым словом представляется Владимир Александрович Рудин. Уважаемые друзья, уважаемые зрители, владельцы, мне сегодня представилась честь впервые перед вами и всеми владельцами полной честностью представить международный паспорт лошадей карачаевской породы. У нас в стране мало пород, которые могут похвалиться этим паспортом. И я хочу сказать, что вся эта история создания, развития, совершенствования карачаевской породы лошадей достойна того, чтобы сегодня мы могли этот паспорт вам всем презентовать. На сегодняшний день карачаевская порода лошадей самая многочисленная из всех заводских пород лошадей. Она насчитывает более 20 тысяч пород лошадей. Ни одна порода не может похвалиться таким количеством. И я хочу поблагодарить Министерство сельского хозяйства Карачаево-Черкесии, всех владельцев лошадей, любителей лошадей Карачаево-Черкесии и недавно созданную Федерацию Карачаевской породы лошадей за то, что они сейчас очень активно взялись за развитие этой замечательной, самой древней породы лошадей. И я уверен, что народы Карачаево-Черкесии гордятся своей породой, потому что весь быт карачаевского народа связан с этой замечательной лошадью. И я еще раз хочу сказать, что эта порода достойна иметь такой замечательный паспорт. Спасибо. Спасибо большое.
просьбу президента Федерации красивых пород лошадей Рамазана Дертиева. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Владимир Александрович. Спасибо вам за высокую оценку нашей деятельности. Я бы очень хочу вас, конечно, сделать все то, что вас также хочу выразить слова благодарности Лазареву Дмитрию, который разработал этот паспорт. Дмитрий, спасибо вам большое. Ценим, уважаемый господин. Большое спасибо. Так решить истории. И пусть дальше в страницах истории красивых пород лошадей будут только светлые, яркие, самые замечательные страницы. Никаких больше трудностей, только самые большие достижения, покоренные вершины и так далее, и так далее. Аплодисменты. Спасибо большое. Продолжаем наше шоу. Не прощаемся и... Еще раз хочу поблагодарить региональных и хочу поблагодарить ребят, которые подняли лошадей на высочайшую точку выброса Европы. И хочу сказать еще пару слов о том, что мы делаем. То есть сегодня мы хотим вас ознакомить с этой прекрасной породой, с карачаевской породой лошадей. То есть я хочу, чтобы вы обратили внимание на этих лошадей. Все-таки я уверен, что будущее за этими лошадьми, они, как известно, очень взрослые, очень неприхотливые, они мало кушают, все-таки много работают, и не обязательно везти откуда-то большие тонны долларов или евро заграничных лошадей для того, чтобы здесь ездить и получать удовольствие. Пожалуйста, обратите на это внимание, и у нас все будет хорошо. Спасибо. Спасибо, Хасан. Но об универсальности этих лошадей мы еще будем говорить с вами сегодня весь вечер.
представят. Главный регистратор карачаевской породы лошадей. Пока девушки демонстрируют нам лошадей, а это у нас Курзук, владелец отца Каитов, Каракуш и Дамбай, владелец Марин Буряк. Расскажите нам, пожалуйста, что же такое этот тип, что это за характерный тип, вообще как определяет тип карачаевской лошади? Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую всех участников и гостей 21-й российской выставки лошадей. Хочу сказать о нашей породе. Сегодня мы ее называем карачаевской, потому что мы сами носим это имя, и порода имеет тоже название. А эта лошадь прямой и достойный потомок знаменитой сарматской, а впоследствии аланской лошади, флаги которых вы видите на трибунах. Эта порода одна из древнейших пород нашей родной любимой России. Это национальное достояние нашего народа, и эта порода представлена огромным генетическим разнообразием от специалистов. Я хочу подчеркнуть то, что существование генетического огромного разнообразия в породе – это залог выживания породы в любых условиях, что она и демонстрирует в течение многих столетий. Огромное спасибо. Пригласим к судьям Курзука. Пожалуйста. Проходите перед. Вставайте перед нашими уважаемыми членами жюри. Сейчас будет стандартная процедура. Лошадь оценивают в гостриемной стойке, на шагу и на аллюре, на рысе. Такой осмотр называется монитирование. Курзук уже явно не терпится продолжить движение. Давайте продолжим на шагу. Пожалуйста, покажите нам. И можно рысью, правильно? Да. Дорогие друзья, в породе существует три породы типов. Эти три лошади, которые мы сейчас представляем, относятся к характерному штуку. Это наиболее любимый тип пород. Иными словами, их можно назвать еще и будут оценивать. Но и вы обязательно отдельный приз представителям симпатии вручим той лошади, которой вы отдадите свои самые бурные овации и свои сердца. Поэтому, пожалуйста, не задерживайтесь, хлопайте, аплодируйте. Еще раз повторюсь, у нас здесь не быстро. Эти лошади не боятся ничего, ни громких звуков, ни крутых копытов. Поэтому, пожалуйста. Она очень похожа на рука, но она где-то очень генетическая катастрофа. Как вы видите, я сейчас спокойно двигаюсь руками. Видите, как они естественно находятся. Вся эта лошадь обладает особым аллюром, называемым ходом по росту. Это наиболее комфортный способ. Давайте поаплодируем Дамбаю.
видите, он наступает на беспредельном оголовье. И сейчас эта пара вам покажет чудеса дружбы между человеком и лошадью. И опять-таки вы сейчас убедитесь в том, насколько универсально карачайская порода лошадей. Они могут скакать по горам, они могут показывать джигитовку, все мы сегодня ее уже видели, а могут быть вот такими вот чуткими, нежными. Владелец Гешефта Ксения Мотовчин. Гешефт находится в тренинге у замечательного берейтера Людмилы Мещеряковой. Вот она идет рядом с Екатериной, и поверьте мне, нужно поаплодировать, потому что то, что вы сейчас видите, это что-то потрясающее, удивительное и достойно всех похвал. Привыкает. Иди за ней. На ходу всего надо красиво запаривать. Навстречу, навстречу.
слабоустойчивая, мощная шея. Эти лошади способны производить достаточно серьезную работу. Обладает очень крепким костяком. Этому цифровому типу тоже, конечно, присущий крепчайший капельный рог, который практически можно не изнашиваться даже на горных тропах и можно использовать без подходов. Но тем не менее, лошадь абсолютно способная, все работают, все как и владельцы, абсолютно осознанно поддерживают А перед нами замечательный представитель характерного массивного типа, прошу прощения, Амадей. Давайте поаплодируем. Именно он станет победителем. А может быть, именно он возьмет приз симпатии. Кто знает, как будут развиваться события этого вечера. Действительно, на что прежде всего обращает внимание сантиметров полный. Здесь обхват руки и не менее 180 сантиметров. То есть это очень мощная лошадь. Они часто бывают растянутым корпусом, то есть касательно туловища, либо равняется, либо чуть меньше обхватывает руки. Мы видим перед собой Амадей, который мы смотрели, лошадь, которая не на 100% соответствует тому типу, которая такого сказать, что основной своей массе они еще более тяжелее. Этих лошадей совершенно строгие правила, как ставить на стрелянную стойку, например, можно ставить на стрелянную стороной, как сделано, должны располагаться и вряд ли человек, который гонит лошадь на них, это совсем не так просто, как может показаться на первый взгляд. Когда он будет седло, вы убедитесь в этом. Как я сейчас вам показываю свой характер. Баран большое сердце, вот и характер. Вот он показывает себя во всей красе. Хозяин говорит, что он предан ему на все 100%, пойдет хоть куда, хоть в гору, хоть в воду. И это на самом деле уникальное отличительное качество всех карачаевских лошадей. Баран косячный жеребец. То есть он пасет свой косяк, это часть табуна, примерно 20-25 лошадей, там бухты жеребят, он пасет их в горах. И, между прочим, за этот год ни один волк не подкрался незамеченным Бураном к этому косяку. То есть ни один жеребенок не умер, а, сами понимаете, в горах такое может случаться, потому что луны пасутся на пастбищах, на вольных хлебах, так сказать. И тут уже зависит от того, насколько смелый и яркий жеребец, сколько выживет жеребят, сколько жеребят будет съедено волками. Мне кажется, баран заслуживает очень много аплодисментов. на левом бедре лошади. Можно повернуть лошадь в левое бедро? Дорогие друзья, я прошу обратить внимание, это уровень селекционно-прикладной работы с породой. На левом бедре лошади вы увидите первый на территории постсоветского пространства нашей родной любимой России. Первое породное тавро лошади. Не конного завода, а именно породы. Стилизованная буква «К» с твердым знаком.
представители Карачаевского рода лошадей на племенной лошади должно быть этот народ. Спасибо большое, девушки, спасибо большое еще одним замечательным жеребцам. Ну, а мы продолжаем нашу шоу-программу. И вашему вниманию представляется второй номер ансамбля «Аса».
на многих породах лошадях ездил, но именно карачайская лошадь самая быстрая, на ней удобно ездить. Хочу рассказать. А что еще нужно рассказать? Браво, браво, ребята, браво! Карачайским лошадям спасибо вам большое. Обязательно приезжайте к нам выступать еще. Согласны? Спасибо, спасибо. Ансамбль Крыча. Ну, а мы продолжаем. Имеет такое огромное сердце и столько смелости, что дает отпор даже хищникам. Рассказывают про такой случай, который случился с монархом. Его владелец с друзьями, они проезжали мимо верхов и увидели, что монарх весь в крови, и он ранен, ходит от кустов кустах. Казалось, что был нападение волков, но, как я уже сказала, один ребенок не пострадал. Монарха потом лечили 2 месяца, но, как видите, опять мы услышим сейчас много интересной информации. Дорогие друзья, это высшая форма существования вообще лошади, особенно карачайской. Это верховой тип, это результат многолетней селекции гандозаводчиков нашего города. Это явно выраженный тип верховой лошади. Со спортивным экстерьером, высоконогая, на более тонкой кости, но здоровой и мощной. Просто посмотрите на это роскошное существо. Все самые высшие эпитеты, которые только знают человечество, можно применить в отношении лошади. Смотрите на это важное, эту масть. Я должен сказать, что наш народ предпочитает темные масти. Вы у нас не встретите рыжих лошадей, вы не встретите лошадей с рыжей гривой. 85% это гнеды, темные гнеды, это высшая форма, это лошадь родная. Это применялось с целью маскировки во время проведения боевых действий. Эта лошадь успешно участвовала во всех войнах. Перед вами, дорогие друзья, самурай. Самурай – представитель полукровного типа и представитель замечательных культурных качеств, которые показывают карачайские лошади при надлежащем тренинге. Он отлично прыгает, занимает призовые Осман Такен. Вот это слышит музыку Азан. Прям так. С мотивом. Идет судья. Я напоминаю, что
делается это с целью уведения новой народной группы, а точнее сказать, остановления этой работы. Однако очень успешно проводится примерно хозяйство. Если во всех этих трех жильцах вы видите не более 25%, то есть сертификат арабской или английской крови. Больше не допускаем, и вторая может быть более высоким содержанием крови. Не приемлемо, попросту говоря, наши суровые условия не выживаем. А уже прежде всего нам нужно все-таки наши суровые условия. И в первую очередь именно этот технологий используется в спорте. Спасибо большое, участники.
Следующий диплом получает самурай, карачайское племенное хозяйство. Самурай получает заслуженную награду. И следующий диплом получает сарма, также карачайское племенное хозяйство. Я только смотрю, думаю, дорогие мы детей, думаю. Видишь, что мы этот сцене. Курсу владелец конца проекта. Поздравляем вас. Диплом папироса награждается ГОС, владелец Аслан Рубиев. Диплом 21 международный конкурс папироса награждается Дамы, владелец Аслан Рубиев. Один из покорителей Эльбруса. Так, ребят, надо снимать, чтобы оттуда снимать, как зритель. Да, было Дипломом 21 международной конной выставки «Герос» награждается Каракуш, карачайское племенное хозяйство, владелец Расул Аджиев. Дипломом награждается Горец, владелец Хусей Качкуха. Горец. На него, на него, на него, на него смотрим. Смотрим, смотрим. А? Не хочет, не хочет, не хочет. Владелец Ансар Каидов, жеребец Курзу. Давайте развернемся к зрителям, да. Кто-то... На него, на него, на него, на него. И также подарки от компании «Дикий медведь» получает наш победитель. Так, награждаем пока кто у нас уже вверху. Третье место международной конной выставки «Эквирос»
молодец. Кудусов, молодец. Подвинься, Поля. Поздравляю вас. Аплодисменты. Второе место в международной конной выставке «Флиро» среди лошадей кратчайской породы массивного типа занял жеребец «Баран», владелец Рамазан Бердиев. И уже готовится жеребец «Каракуш», занявший третье место на международной конной выставке «Флиро» среди лошадей карачайской породы массивного типа. Владелец Алла Войтюк. Каракуша нет, и мы приступаем к награждению победителя среди лошадей карачайской породы верхового типа. И это великолепный горец. Владелец Хусейн Карчугов. Поздравляю вас. Второе место среди лошадей карачайской породы верхового типа занял жеребец Монарх. Владелец Расул Аджиев. Расул, проходите сюда, мы ждем, чтобы поздравить вас. И подарки от компании «Дикий медведь» всем нашим призерам и победителям. Третье место среди лошадей карачайской породы верхового типа занял жеребец Агур, владелец карачайское племенное хозяйство. Поздравляю вас. Еще пока фото на память. Победитель международной конной выставки «Флиро» среди лошадей карачайской породы полукровного типа. Победителем стал Азам, владелец Осман Эркенов. Поздравляем вас с этим достижением и ждем на следующих шоу и чемпионатах и желаем дальнейших
как пригласить зрителей. Группа поддержки есть у одной из лошадей. Кто достоин приз зрительских симпатий? Нет. Что ж, у этого жеребца есть группа поддержки мощная на трибунах. И приз зрительских симпатий получает Азан. Также получается подарочный сертификат на фотосессию. Потише немножко, пожалуйста. Голову ближе, поближе. К голове. Подойди поближе, к голове поближе. Надпись на этом дипломе вручает Хасан Салпагаров, один из тех людей, кто в очередной трудный момент для карачайской породы, кандидату сельскохозяйственных наук, научному сотруднику Всероссийского научно-исследовательского института коневодства. Благодарность Демину Владимиру Александровичу, доктору сельскохозяйственных наук, профессору и заведующему кафедру коневодства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева. Благодарность Зайцеву Александру Михайловичу, директору Всероссийского научно-исследовательского института коневодства, кандидату сельскохозяйственных наук. Мы передадим. Благодарность Цыганок Инне Борисовне, доценту кафедры коневодства Российского государственного аграрного университета имени Тимирязева за большой вклад в популяризацию карачаевской породы лошадей. Благодарность Ивзееву Инверу Магомедовичу, председателю судейского совета Федерации карачаевской породы лошадей. Я так понимаю, тоже передадут ему. Благодарность Халюткину Алексею Владимировичу, заместителю генерального директора Конгрессно-выставочного центра «Сокольники», директору международной конной выставки «Эквирос» за большой вклад в популяризацию карачаевской породы лошадей. Лазареву Дмитрию Ивановичу, диплом находится у его обладателя. А теперь благодарность Пеклемешевой Анне Сергеевне, Горбуновой Анне, от Министерства сельского хозяйства Карачаево-Черкесской Республики за ее огромный вклад в развитие, популяризации карачаевских лошадей. Спасибо большое. Хасан, осталось только одно, прежде чем мы наконец поступим к туристу в манеж, определить, кто же с 50% скидкой поедет к вам отдыхать. Так, отвернитесь, нет, так, ну, куда вы смотрите. И вот прямо так вот одну бумажку.
Нет, ты делай, у меня видео. Видео, делай, да. Так, сделай. Toga bir çaktım az. Bebekleri getir. Hayır çukur var ha. Ağrı git kaynı şunu. И поворачивает. Ужасно злую лошадь, которая бросалась на людей, как овчарка. Откушенные пальцы, поломанные ребра, травмированные дети. Остановись, себе стой. Задержи кадр чуть. Можно, 4. 8. 28, 4 нету. Прям. Рамазан, смотри. Руку покажи. Индия!
Сейчас, подожди. Отсюда делай. Ой, так здорово. Отойдите, пожалуйста. Плохо за голову нельзя трогать. Они тронут? Не это. Давай, Шар, подходи. Раз, два, три. В левую сторону поворачивай. Ага. Быстро и находишь. Ты иди. Самое главное, что вы можете сделать, это потрясающая история тому, как лошадь может научить человека. Гулян. А ты с этой стороны его чуть погладь. Да. И разворачивай. Вот так могу сделать. Вот. Пойдет шаг? Сейчас. Поставить. Нормально.
şu ekler, Mustafa var ayakta. Yapmalar. Hepsiyle ekler, Cemşil olmaz o da. Кадр сделаешь? Сулим, отходи тоже. С Москвы, москвичам. Приветствую вас. Да, в ту сторону. Да. Да, я посередине. О, Арцаку, Чебугу. Все ровно. Братья приехали. Я только в Кочевле недавно приехал. Дагестанский диаспора приехал поддержать вас. Радио 3 месяца. Олег. Давай поставим лошадей. Мурат. Шляпу дай, шляпу дай. Все, мы готовы. Смотрим, смотрим. Дайте внимание. Будьте повеселее, пожалуйста. Чего вы так? Все. Вот на них двоих по очереди. Туда, да, Ансар, туда. Спасибо. Марика, иди сюда. Саша, я ее тоже упоминаю. Ты такая классная. Смотрим. Все, спасибо. Все, я работаю. Не опаздываю. Раз. Иди сюда скорее. Чуть быстрее. Так, кого забыли? Товарищи. Марика.